Шум брата да кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков открывает свои двери для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгарыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шумбрат Лиза, шумбрата да ялгат. Ребята, наше увлекательное путешествие в мир макшанских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн макшанского языка. Куйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Ребята, послушайте стихотворение и попробуйте понять, о чем оно. Ламавал улимода лангса, лямбат, ляпат, каземат и валт, келя кырка смузв, кяшв эсаст, кортамати видеста сувавт. Ребята, конечно, вы догадались, что в стихотворении говорится о такой важной содержательной стороне слова, как его значение. И сегодня нам предстоит узнать, что же такое значение слова и научиться определять макшанские слова по их значению. Итак, тема нашего занятия – валт-смузец – значение слова. Ребята, каждый день люди используют слова, чтобы с их помощью передать свои мысли, желания, просьбы близким, друзьям, коллегам. Слово является средством общения между людьми, средством взаимопонимания и связи. Друзья, всему, что нас окружает, что мы чувствуем, о чем мечтаем, дано название. Вы знаете много русских слов и умеете употреблять их в своей речи. Конечно, знаете и макшанские. Вспомним некоторые из них. Панчв – цветок, куд – дом, ши – солнце, паваз – счастье, ялга – друг, идь – ребенок. Ребята, я думаю, вы знаете, что каждое слово состоит из звуков, которые можно записать на бумаге буквами. А все ли сочетания букв являются словами? Посмотрите на экран. Сёкся – осень, вирь – лес, панга – гриб, апаш. Конечно, вы уже поняли, что апаш – это не слово, это набор букв, потому что у него нет самого главного – значения, смысла. Теперь вы понимаете, что главное в слове – его значение. Куйгарыш, мы с ребятами поняли, нет значения – нет слова. То, что слово обозначает, ученые назвали лексическим значением слова, по-макшански «валт лексикань смузец». Друзья, а теперь поиграем в игру «Содак валт». Угадай слово. Попробуйте угадать слово по его лексическому значению. Кто или что это? Йомлы ракша ляпи паргана пуланя марта, кона эля шуфта лангса. Небольшой пушной зверек с пушистым хвостом, живущий на деревьях. Правильно, это белка, по-макшански ур. Друзья, а теперь отгадайте другое слово. Васта косыкаса пяк лама шуфта. Пространство, обильно поросшее большим количеством деревьев. Конечно, ребята, это лес, по-макшански вирь. Друзья, лексическое значение помогает отличать одно слово от другого. Давайте сравним два слова, которые обозначают деревья. Келу – береза, тума – дуб. Келу – тяакширонга лопав шуфта. Береза – это лиственное дерево с белой корой. Тума – теря марта отю и кеми лопав шуфта. Дуб – это крупное и крепкое лиственное дерево с желудями. Куйгарыш, ты согласен со мной, что без лексического значения слова бы потеряли всякий смысл, и мы перестали бы понимать друг друга? Совершенно верно. В макшанском языке очень много слов. Все слова, которые есть в нем, образуют его словарный запас или лексику. Ребята, а как вы думаете, можно ли знать значение всех слов в макшанском языке?
Куйгарыш, конечно, значение всех слов узнать невозможно. А что же делать, если слово услышал или прочитал впервые? Как узнать его значение? Куйгарыш, чтобы понять смысл незнакомого слова, нужно заглянуть в книгу, которая называется «Толковый словарь». По-макшански «Толкова Манивалкс». Задача этого словаря – растолковать, объяснить, дать описание лексического значения любого слова. Друзья, чтобы речь была выразительнее, точнее, богаче и ярче, надо постоянно пополнять свой словарный запас. Нужно читать как можно больше интересных книг. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном исследовании по стране макшанских слов мы выяснили, что значение – важнейший признак слова. Лексика – это словарный состав языка. Лексическое значение – это тот главный смысл, который мы вкладываем в слово. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вася Димазын, Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.